Алексеевича Спиридонова, Марию Вячеславовну Пригожину. Именно этими словами мы привыкли встречать наших детей, гимназистов и наших гостей. Это означает доброго утра вам, и пусть каждое утро вашей жизни будет только добрым. Гимназия искусств при главе Республики Коми – самое большое интернатное учреждение Республики Коми. У нас обучаются 440 детей. Большая часть, ваша половина, это дети, которые приехали из районных городов республики, то есть иногородние дети. Они проживают в интернате при гимназии. В гимназии 5 отделений. Общеобразовательная школа, в которой обучаются с 1 по 11 класс по федеральным государственным образовательным стандартам и по федеральному компоненту предыдущих стандартов, то есть так же, как любой другой муниципальный или государственный общеобразовательный школы. Кроме того, каждый из наших воспитанников еще посещает вторую школу. Это или музыкальная школа, называемое музыкальное отделение гимназии, оно самое большое. Здесь обучаются дети с 1 по 9 класс общеобразовательной школы. А в 9 классе они завершают свое музыкальное образование и поступают в колледжи или музыкальные десятилетки при консерватории. В Республике Коми нет своей консерватории. Поэтому, конечно, самые перспективные будущие музыканты, они вынуждены уехать из Республики Коми, чтобы продолжить свое образование в консерваторских десятилетках или колледжах. Вторая школа, которую посещают дети нашей гимназии, это художественная школа. Прием художественное отделение производится с 5 класса. И они обучаются по 9 класс, заканчивая программу дополнительного образования по курсу по направлению изобразительное искусство. Те выпускники художественного отделения, которые мечтают связать свою будущую судьбу, профессию получить, связанную с архитектурой, дизайном или еще иными видами изобразительного творчества, они поступают на конкурсной основе в 10 класс и готовятся к поступлению в профильные курсы нашей же гимназии, 10-11 класс нашей же гимназии. Это после завершения программы по художественному образованию, как любой другой художественной школы. Особенное отделение нашей гимназии – это хореографическое отделение. Всего 2 профессии из большого, из многотысячного списка профессий, имеющихся в мире и в России. Только 2 профессии получают на базе начального общего образования. Это артист балета и артист цирка. Наши дети получают профессиональное образование по программе артист балета. Поэтому они на базе начальной школы в 5 класс поступают и осваивают уже профессиональную программу вместе с общеобразовательной стеной гимназии, а затем переходят в колледж искусств, но на самом деле продолжают учиться в этих же стенах и у этих же педагогов. Следующее отделение гимназии, самое молодое, театральное. Ему всего 2 года. Театральное отделение динамично развивается и пока еще не утвердилось в своем профессиональном образовании, в содержании профессионального образования. Поэтому реализует программу дополнительного образования. Здесь действуют 3 творческих коллектива. Театр-студия «Орден». Из этих 3 творческих коллективов, является лауреатом многих и российских, и международных конкурсов. То есть стремительно заявили о себе на сцене театрального образования Российской Федерации. Ну и, наконец, особая гордость и особое отношение к гимназии, к гуманитарному отделению, где учатся все дети только из сельской глубинки. И условием для поступления на гуманитарное отделение является знание коми языка, как на уровне
на двух уровнях. Или уровень КОМИ как родной, или КОМИ как государственный. Эти дети реализуют как дополнительную образовательную программу этнокультурное образование. Почему я говорю, что это предмет особого отношения и особой гордости гимназии? Потому что гимназия признана ресурсным центром Республики Коми по реализации интегративной модели этнокультурного содержания образования. Этнокультурное содержание образования у нас понимается не только через специально отведенные образовательные курсы, а они есть, кроме традиционных общеобразовательных, есть курсы дополнительного образования, связанные с этнокультурой, но и через все содержание уклада жизни и большую внеурочную работу, связанную с этим. Если кого интересует это направление работы, это направление деятельности нашей гимназии, то на выходе у одного из организаторов этого семинара в гимназии вы можете взять с собой такой маленький буклет, который более подробно расскажет о том, что такое есть ресурсный центр по культурному образованию. Вот я перечислила наше отделение гимназии. С нашими 440 воспитанниками работает примерно около 140 педагогов. Из них 40 учителей общеобразовательной школы, из них 55 преподавателей дополнительного образования или профессионального образования в сферах искусств, которые я уже назвала, и большая армия воспитателей, обеспечивающих круглосуточное содержание и присмотр за детей. Я знаю, что здесь есть педагоги, которые начинают только свою учительскую карьеру и приехали из сельских районов республики. Я вас очень прошу, чтобы вы поняли возможность и шансы, которые дает республика через нашу гимназию для удаленных сельских детей. Мы не составляем конкуренцию сельским школам. Мы понимаем, что очень тяжело родителям оторвать от себя любимое чадо и отправить в город. Пусть не такой большой, но город. Оторвать от семьи. И в этом есть объективная причина того, почему нам порой сложно найти детей, которые имеют ярко выраженные способности в сферах искусства. Но, тем не менее, они к нам не попадают. Вы можете нам помочь в этом, потому что вы можете общаться с родителями и с детьми вашими и рассказывать нам о тех преимуществах, которые дает сельским детям гимназия искусств под крылом главы Республики Коми. Я думаю, что увидите эти условия, убедитесь сами. Не только на мастер-классах, которые с вами проведут педагоги гимназии. Кстати, среди них есть молодые педагоги, но они уже мастер-классы будут проводить. Но и по той атмосфере гимназической, которую вы можете почувствовать в коридорах и даже в столовой. По пути в столовую вы все пройдете по пространству, которое называется «Голубой коридор». Там вывешены газеты «Гораджуль», их две, последние выпуски, «Гораджуль» и «Гораджуль не текст». Это две детские редакции. Если вы успеете пробежать глазами, то вы почувствуете те переживания и чувства детей, которые изложены в материалах этой газеты. Вы увидите работы детей на коридорах, на стенах коридоров наших. Вы можете зайти в музей истории гимназии. Если для этого пожелаете выкроить время, вам расскажут о нашей истории и достижениях наших детей в музее. Ну и мы завершаем с вами работу в концертном зале, где вы еще раз получите возможность через просмотр нескольких хотя бы концертных номеров посмотреть на уровень подготовки наших детей. Я желаю вам успешной работы. Уважаемые молодые коллеги, очень приятно, что у нас в институте так много учителей. Меня зовут Надежда Никонова. Я много-много лет работаю учителем начальных классов. Значит, ну что, начнем работать. С вашего позволения я буду сделать. Итак, раз у нас технология называется биологического обучения, давайте мы с вами свою работу начнем с портрета выпускника. Вот, все вы знаете, что в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом вы должны стремиться
выпустить воспитанника. Конечно, это стандарт, это идеальный ребенок, которому мы должны вышить. Но к этому мы должны стремиться. У меня к вам сейчас такая просьба. Я раздатки, которые для практической работы приготовила, пока не раздала, вы внимательно пока прочитайте себе, отметьте. Итак, какие качества указывает в стандарте в портрете выпускника начальной школы на сформированность умения учиться. Как это очень какие качества указывают на сформированность? Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий приемами учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата. Как учить, чтобы выпускник овладел основами умения учиться? Ваши предложения. Как вы думаете, вот как же нам учить учителя начального звена, ну и наверное, среднего звена, 7? Пожалуйста. Что? Первый этап. Ситуацию, да. То есть мы только еще с вами создали появился вопрос, появилось затруднение. Кто из вас ведет курс «Мир деятельности»? Поднимите, пожалуйста. Вот вы как раз, это уже значит технологии владения. Там как раз раскрывается в первом классе первый этап, когда появляется проблемная ситуация урока с удивлением или затруднением. Ну а сейчас давайте мы с вами попробуем выйти из проблемной ситуации уже к формулированию проблемы. 3 способа есть. Вариант, когда заостряет противоречие, формулирует проблему сам учитель. Это, конечно, нежелательно. Но бывает так, что бывают такие ситуации, когда, например, очень много гостей и детей. Гостей, они особенно в первом классе. И вариант второй – это осознают противоречия и ставят проблему сами ученики. И третий – говорить вместе с воспитанниками, подталкивая их мысли, разворачивая побуждающий диалог, который является побуждением к осознанию противоречия и побуждением к формулированию учебной. У вас получилось формулирование проблемы. Пожалуйста, кому слово? Мы должны продолжать свой урок? Да, вы продолжаете урок. Вы из ситуации теперь выходите уже к формулированию проблем. У детей не получается измерить площадь последней фигуры. Значит, вопрос. Что интересного вы заметили? Дети отвечают. У нас не получается измерить площадь последней фигуры. Предложите свои варианты измерения площади фигуры. Дети предлагают. То есть много разных мнений, разных вариантов. В итоге все варианты как бы неправильные. И что? Мы выходим к теме. Значит, А вот здесь как можно сформулировать? Посмотрите, вот они не знают. Можно как вот ваши предложения. Какой возникает вопрос, да? Что мы еще не знаем? Да. Вот. И здесь дети что отвечают? Мы не можем, не знаем, как искать вожденные фигуры. Да. Вот здесь можно формулировать проблему, и ваша проблема как раз совпадает с темой вашего урока. Хорошо? Еще какие у кого варианты, что получилось? Я здесь хочу сказать, что не всегда вопрос совпадает с темой урока. Не всегда. Очень часто бывает так, что мы уже формулируем тему урока в конце, в середине, после воспроизведения знаний. Какова же у нас была тема урока? Я не что раньше традиционно уроки. Наша тема такая-то, написали на доске, и учитель все это раскладывает по полочкам. Дети только внимают, да, кто насколько умеет слушать. А здесь они формулируют, а над чем же работали? Так какая же была тема урока? Поэтому я еще раз говорю, что формулирование проблемы может быть звучать как тема урока, а может как вопрос. У кого получится вопрос? Пожалуйста. То же самое. Получается, умножение двузначного числа на однозначное. 4-й прием. Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Мы не умеем умножать двузначное на однозначное. И какова будет тема урока? То есть они уже сформулировали тему и проблему. То есть здесь тема совпадает с проблемой. Ага. Еще какие варианты? И учебно-исследовательскую работу. А также перфекционизм, то есть стремление добиваться совершенства выполнением деятельности. Применительно к нашим воспитанникам очень подходят стихи Бориса Леонидовича Пастернака.
Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Также мы бы хотели выделить и социальные характеристики наших гимназистов. Это отсутствие достаточно сформированных и эффективных навыков социального поведения. Отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно мнению большинства, независимость, ну и автономность, также непредсказуемость, неудобность для окружающих, лидерство и стремление к творческой деятельности, сопровождающиеся комплексностью и системностью. Идея интегрированного обучения заключается в следующем. Это личностная направленность обучения, формирование обобщенных предметных структур и обобщенных способов деятельности, усвоение знаний на основе осознания закономерностей, общего принципа и обобщения. Также системность в обучении, то есть осознание учащимися связей внутри научной теории, проблемность, рефлексия деятельности и диалогичность. Литература РК, Сауны, Везда в школе. Проблема с Георгием тоже. Сережка, задара мотивация. No, materiał jest durny stały, dalej. Вы почему-то Наша возможность мы блокируем и распечатываем. Поэтому презентация тоже очень Ильян, вы гости, пожалуйста, представите. Извините, я по какому языку ничего вообще не понимаю, я, наверное, не сюда пришла. А где, скажите, пожалуйста, русский язык и литература собирается? Какой язык? Русский язык и литература. Много места, скажите на мой. Учим лесбукам, петиям, ну что, челяди сачни представляете с ней, чет я со своей. Учим не лесбукам, тияна, ну что, куда идея кернеш. А позже электронный скриншот я саночный, электронная книжка я свеледен челядь вычну уже. Мы эти водочку там нагуглали, например, мы ну там, мы даже еврошеки, например, скриншот я свычный, причем документ я скриншот я скажу, да? Программа сетя, например, машетный тоже. Кто-нибудь еще скриншоты. Вот. Ну и сейчас участвуйте на челяди саджаны, кучам мероприятия и тая, например, мы участвуем в эти Стефановские люди еще не освоены, вот какая с нам все, больше мод место, то есть сейчас еще мы высоте, ну, успешные мы высоте. Ну тая, мыйка ясен. Не надо давайте вылещернить, что там технологическая карта, ты сейчас поможешь туда. Иди длей. Значит, он метрями пока вот виштавал на стался мой овловед разные шикасуруки, если вот мы таче, та я просто бала из технологической карты, аслен бала. И уроки свермаслоны, но мы медводжал урок на, первичные знания нам давают. Вермаслоны закрепление мод урока, вот, меня же вот как я урок программа, например, да, сейчас вермаслоны комплексные уже, где там уже вот изучающие чтение, просмотровые и заодно еще письменной речи развитие у дуястытой кутыны, давай. Вермаслоны обобщение и систематизация знаний, экономия вот учит не богястытой уже, все обобщение и систематизация знаний. Вермаслоны проверка, оценки и коррекции знаний и умений, причем промежуточный этап проекта, например. Он уже будлайн коло рабочей учебной программации прописывает. А вермаслоны, причем комбинированный урок, даже интегрированный. Вот он буквально то лишь ставим коми язык, география, мечетим, вот лайн, с самим чужан, муйска, вот лачи с ними, возле меча. Средний балл которых статистически значимо ниже среднего балла у развитых стран. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. У нас есть еще одно международное исследование. Оно называется ПИРЛС. В нем участвуют только учащиеся начальной школы. И российские школьники традиционно занимают первое место. И какие обычно делают выводы? Ага, вот в начальной школе все хорошо, да? Как только дети переходят в среднюю школу, учителя делают все возможное и невозможное для того, чтобы их исправить. Да? На самом деле это не совсем так, потому что в ходе ПИРЛС, да, дети имеют дело с художественными текстами, и мы делаем вывод, что с художественными текстами дети у нас
работать более-менее умеют. Да? А в ПИЗе используются не художественные тексты, очень редко используются художественные тексты, и используются тексты как сплошные, так и не сплошные. То есть дети у нас не умеют работать с несплошными текстами, да? Они не умеют разворачивать таблицы, схемы, графики и так далее. Так, ну, что же такое смысловое чтение? Смысловое чтение. Это восприятие. Графически оформленная текстовая информация, ее переработка в личностно-смысловой установке в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. Значит, смысловое чтение – это чтение с чем? Ну, с чем? Смысловое чтение, чтение с чем? Со смыслом, да? Но этого мало. Еще перед чтением что надо делать? Ставить перед собой что? Цель. Да? С какой целью я читаю данный текст? Совершенно верно, да? Итак, что такое коммуникативная задача? Это понимание установки на то, с какой целью осуществляется чтение, где, когда, для чего будет использована извлеченная из текста информация. Обучение – это процесс образования, целью которого является развитие личности, сообщества, а также совершенствование и самого общества. Потому что этот процесс нацелен на успешность в деятельности, ориентированной вот на продукт, на осмысление этой деятельности при поддержке учителя. Очень важно, конечно, создание вот условий комфорта для каждого ученика, формирование мотивов к учебной деятельности, постоянному наращиванию творческого потенциала личности, к овладению навыками самостоятельной продуктивной личного опыта и продукции, ориентированной на конструирование будущего. И вот очень интересно, когда их продукт, детский продукт, сопоставляется с каким-то известным культурно-историческим аналогом, да, если вот он есть в науке, какая-то теорема, какое-то правило, какой-то эталон. Да? Ну, в основе продуктивного обучения лежит принцип Джона Дьюди обучение через деятельность. Деятельность руками, деятельность головой, да, мыслительную деятельность. Прежде всего говорим о развитии мыслительных навыков, знаний, понимания, применения, анализ, синтез, оценка. Вот весь цикл. Вот в такой ситуации, что бы я еще хотела вот так отметить, очень важно, что учитель, да, перестает быть, конечно, единственным источником мудрости, а он прежде всего такой дирижер, да, вот в момент создания образовательных продуктов он не здесь, а вот в группах, да, или индивидуально консультирует, подсказывает, направляет, да, сопровождает. Вот. И вот от эффективности консультирования, сопровождения зависит результат. Причем очень важно, и это для меня, например, огромная проблема, не знаю, как для вас, не бежать впереди. Там, кто к нам завтра спереду. Давайте начнем. Первое, что хотел бы спросить, это учителя нету здесь присутствуют. То есть математики, физики, информатики, биологи. То есть только математика, физика, информатика? Хорошо. Семинар, который сегодня у нас проводится сейчас, он больше рассчитан на смешанную массу. То есть и на физику, и на информатику, и на присутствие филологов. Поэтому рассчитан примерно на 1 час, но раз здесь физика, информатика, математика, я думаю, что он пройдет намного быстрее, потому что практическая часть, выполнить ее все-таки быстрее, чем филолога. Ну, давайте начнем. В наши дни все более востребованным становится использование для обучения электронных материалов. Поскольку материал, представленный в электронном виде, более доступен и легче распространяется, чем аналогичные печатные пособия и учебники. Создание электронных пособий обусловлено необходимостью решения ряда проблем. Я обозначил 2 такие проблемы.
Это проблема в виде противоречия между определенным федеральным стандартом целью и несовершенством содержания имеющихся учебно-методического комплекса. Федеральный государственный образовательный стандарт определяет цель обучения физики, к примеру, как триединую. При этом доминирующую позицию занимает развитие опыта познавательной и творческой деятельности. При всем уважении к авторам, к традиционных учебников, позволю себе усомниться в том, что, пользуясь содержанием учебника, мы достигнем этой цели. Я думаю, физики, которые здесь присутствуют, со мной согласятся. Цель мы такую с помощью традиционных учебников не предназначена в первую очередь для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащая для индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющая в ограниченной мере тестировать полученные знания и умения учащихся. Важными достоинствами, присущими электронным учебникам, являются: это наглядно, это быстро, это интерактивно, это удобно, доступно, как раз то, о чем я говорил, дистанционное обучение, например, вариативно, возможно дистанционное обучение, то как раз о чем я не сказал. Наши гимназисты при опросе также выделили достоинства электронных учебников. То есть мы провели небольшой опрос. Здесь, наверное, плохо вам будет видно. Но я зачитаю некоторые интересные ответы. Например, были такие ответы: не надо таскать много груза. Быстрее можно найти нужную информацию. Более экономно, деревья остаются на месте. Здесь, видите, проблема экологии еще. То есть печатные издания не нужны. И удобно читать в любом месте. То есть не нужно таскать с собой печатное учебник. По географии, по физике, по математике. То есть вот там предмет, который сейчас дают, сейчас же сплошняком сдают, то дальше будет так. Если выбрал профиль, то ты по биологии сдаешь вот тот экзамен, который сейчас мы видим. А если ты его не сдаешь, то ты сдаешь как естествознание, чтобы было понимание. И о слове мониторинговые исследования. Мониторинговые исследования – это не то, что мы сейчас понимаем, как срезы, да, усвоения. Мониторинговые исследования, посмотрите там внимательно, оценка системы образования по всему кругу управления. Это мониторинг вашего преподавания. Вот вы сделали технологическую карту. Сделали. Все отлично. Вы сделали. Все. На этом как бы остановились. Но вы там используете определенные технологии. Деятельность учащегося. Свою деятельность. Формирование личностных, метапредметных, предметных компетенций. Все это вы прописываете. Так вот, как вы этот процесс проводите, как вы это делаете, все это будет в мониторинге. То есть не будут спрашивать: вот ученик, а что он усвоил? Вот вы дали ему тему, а что он усвоил? Нет, не это будут спрашивать. Будут спрашивать: а как вы это дали? Через что? Через какую методику? Через какой подход? Через какой способ? Метод? Как вы это дали? И почему вы использовали именно этот метод? Объясните. А почему вы здесь попросили сделать таблицу? А почему здесь вы не сказали, скажем, проанализировать и сделать наши ценности, да? Ваши ценности. Какие ценности? Вот что вы назвали так, на вскидку давайте перекликнемся. Семья. Родители. Родина. Любовь. Любовь какая? Ты как в том анекдоте, да? Родина только есть. Это патриотизм, социальная солидарность, гражданственность. То есть разбудить человека днем с огнем и говорить, что для самого главного, он должен сказать: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность.